Бензовоз опрокинулся в Сунтарском районе на 863-м километре федеральной автодороги Вилюй. Водитель Урала ехал из поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района в Сунтарский район и не справился с управлением, из-за чего бензовоз опрокинулся на правую сторону дороги. В результате происшествия случился разлив нефтепродуктов, сам же водитель не пострадал. Сообщается, что в момент аварии мужчина был трезв и пристегнут. Он пояснил, что пытался избежать столкновения с автомобилем, ехавшим навстречу. Сотрудники ГИБДД составили административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. По информации от Минэкологии Якутии, площадь разлива составила 50 на 30 сантиметров. По результатам экологической экспертизы ПРО будет принято процессуальное решение. Противопожарная служба Якутии на месте происшествия выставила пост безопасности в количестве 6 человек и 1 единицы техники. 56-летний мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с Toyota Плац Верхневилюйский. Сообщается, что водитель иномарки в момент ДТП выезжал с второстепенной дороги. В результате произошедшего мотоциклист получил оскольчатый перелом бедренной кости, ушиб лба и был госпитализирован. Пострадавший не имел при себе средств защиты и мотошлем отсутствовал. Водитель Плац и 58-летний пассажир мотоцикла травм не получили. Отмечается, что виновник аварии не имеет права управления транспортом. Проведенное освидетельствование на употребление спиртного показало результат 1,16 мг на литр. Со слов мотоциклиста, он решил подвезти друга домой, а мототранспорт приобрел недавно и не успел поставить его на учет в ГИБДД. Житель Нерингри ударил электрошокером 15-летнего музыканта на центральной площади города. 28 сентября 15-летний уличный музыкант играл на саксофоне на центральной площади Нерингри. В один момент к парню подошел взрослый мужчина и ударил подростка электрошокером. Позже за музыканта заступились прохожие, сообщают очевидцы. Личность мужчины установлена, он доставлен в МВД России по Нерингринскому району. На данный момент проводится проверка. Житель республики, давший взятку за место на рынке Сайсары, приговорен к 2 годам лишения свободы условно и оштрафован на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура республики. В июне этого года мужчина передал взятку в размере 80 тысяч рублей заместителю руководителя рынка, после чего его задержали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по республике. На судебном заседании защита обвиняемого подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с раскаянием подсудимого, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Прокуратура Верхневилюйского района оштрафовала руководителя школы за отсутствие кабинета психолога. По сообщению прокуратуры Якутии, отсутствие отдельного кабинета педагога-психолога нарушает права учащихся на получение психолого-педагогической помощи в условиях конфиденциальности. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а также внесены представления в адрес директора школы и начальника районного управления образования, говорится в сообщении прокуратуры. Сейчас приняты меры по выделению и оснащению отдельного кабинета для работы школьного педагога-психолога. Полицейские задержали 17-летнего закладчика наркотиков в столице республики. Сотрудники полиции задержали старшеклассника, когда тот оборудовал тайник в районе Белого озера. Всего изъяли 13 грамм наркотического вещества «Спайс». Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего расследовано Следственным комитетом республики и передано в суд. Телефонные аферисты сняли с банковских счетов 25-летней жительницы Якутска порядка 230 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные взломали ее личный кабинет и попытались оформить кредит. Мошенник убедил ее непрерывно находиться на связи по телефону и пройти идентификацию после звукового сигнала, чтобы прервать операцию. Заявительница под диктовку лжесотрудника банка выполнила требуемые действия. Не сомневаясь в правдивости слов неизвестного, женщина сообщила конфиденциальные сведения, говорится в сообщении МВД. В результате с ее банковских счетов было похищено в общей сумме около 230 тысяч рублей. После лжесотрудники банка перестали выходить на связь. Мошенники под видом сотрудников банка похитили у 66-летнего жителя Нерингри более 500 тысяч рублей. По рассказу потерпевшего, в начале сентября ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что с его счета происходит незаконное списание 124 тысяч рублей и предложила свою помощь. Для этого злоумышленница попросила назвать номера имеющихся банковских карт, их трехзначные коды и поступающие пароли из СМС-уведомлений. Мужчина подумал, что действительно разговаривает с работником банка и передал всю информацию. Во время беседы звонившая обнадеживала мужчину, что якобы похищенные деньги поступят на его счет. Позже она сообщила, что уходит на больничный, и с ним продолжит работу уже другой специалист. После этого девушка на связь не выходила. В итоге с банковских счетов потерпевшего афериста похитили более 550 тысяч рублей.
4 уголовных дела возбуждены в отношении жителей, причастных к возникновению лесных пожаров на территориях 3 районов республики. МЧС отмечает, что на сегодня дознавателями Госпожнадзора установлено 17 лиц, имеющих отношение к возникновению пожаров в лесах. 9 из них привлечены к административной ответственности в виде штрафов. По результатам процессуальных проверок возбуждены 4 уголовных дела, 2 в Среднеколымском, по 1 в Тампонском и Алекнинском районах, говорится в сообщении МЧС. Всего с 24 апреля по 27 сентября проведены более 2500 патрульно-рейдовых мероприятий. С начала лесопожарного периода в регионе выставлены 377 постов, ограничивающих допуск населения в леса, которыми пресечено и отказано в доступе в лесные массивы более чем 10 тысячам граждан. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлен 251 протокол об административном правонарушении. Вынесены 197 постановлений об административном наказании. Жительница поселка Уснера задержана по подозрению в убийстве мужа. Восточно-Якутским межрайонным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 59-летнего мужчины в одном из домов с признаками насильственной смерти криминального характера, а именно колото-резанными ранениями шеи. О смерти мужчины в правоохранительные органы сообщила сама супруга погибшего. Сотрудникам, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы, женщина сообщила, что ранение она нанесла супругу во время ссоры на бытовой почве. Подозреваемая была доставлена к следователю, где дала показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.